Создание комфортных условий для жизни и ведения бизнеса остаются приоритетными направлениями Сбербанка. Об этом в ходе встречи с главой республики сообщил управляющий Северо-Остинским отделением Сбербанка Амиран Левицкий. Особое внимание в прошлом году уделили поддержке бизнеса и физических лиц. В госпрограммах участвовали 160 корпоративных клиентов. Представлены кредиты почти на 207 миллионов рублей. Для 350 предпринимателей проведены реструктуризации. Увеличился и объем кредитования населения, в том числе по ипотечному. Около 2330 семей улучшили жилищные условия, из них 19 семей в рамках ипотечной программы, реализуемой совместно с Министерством строительства и архитектуры. Вячеслав Битаров поблагодарил руководство банка за эффективную совместную работу, особенно в период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда субъекты малого и среднего бизнеса нуждались в поддержке. Прежде всего хотел поблагодарить вас, ваш коллектив, за ту работу, которую вы проделали в 2020 году. Год был сложный, и только объединив усилия всех органов власти, структур, которые работают на территории нашей республики, в том числе и банковской сферы, банковских структур, мы смогли преодолеть ту ситуацию, которая складывалась, сегодняшний день складывается. И здесь большую помощь отделением Сбербанка у нас в республике была проделана. Это в части помощи бизнесу, в части предоставления кредитов, в части предоставления средств на заработную плату и так далее. Я думаю, что благодаря совместным действиям удалось и с наименьшими потерями для бизнеса. Амиран Левицкий рассказал о новых продуктах банка для сельских жителей: выдачу наличных в торговых точках, прием безналичных платежей ЖКХ, сотовой связи и пополнение счетов дебетовых карт. Сегодня проект работает в 22 населенных пунктах. Обсудили и дальнейшую реализацию совместных проектов в сфере ЖКХ, развитие безналичной инфраструктуры и цифровую трансформацию Северной Осетии. Также Амиран Левицкий и Вячеслав Битаров договорились об обучении в корпоративном университете Сбера представителей органов власти республики. Спасибо за благодарность. Да, мы на самом деле очень стараемся, чтобы давно перестали быть просто традиционным банком, и поэтому, конечно, взаимодействие с публичной властью, взаимодействие с республикой – это один из моих личных приоритетов, и мы огромные усилия прикладываем. И этот год действительно был сложный, но все, что зависело от нас, по максимуму мы сделали и в малом бизнесе, и в крупном, и физическим лицам нашим старались оказать помощи в части отсрочки платежей и предоставления кредитов и реструктуризации задолженности, и это, конечно, сыграло свою роль. А то, что касается кредитования бюджета, пока все 100% бюджетного кредита сейчас в Сбербанке, и надеюсь, что эту традицию мы тоже сохраним.